Я, Зязиков Мурат Магомедович, вступая в должность президента Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать и защищать Конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетия. Хамсар Мехкой, Вежери, Ежери. Аллах Республика, президент, Гулки, Даваттыш, аз дошло. Аллах Республика, Конституция, Лорье, аз Куачежье. Аллах Республика, Халку, Сайнта Дахка, Декарыш, Бехток, Мих, Куачежье. Сага гражданина, Корт Мукли, Баконыш, Лорье. Аллах Мехка, Кирамзли, Дуазу, Барчы литра, Лордеш, Вол, Кахик. Дал эту бахал бы, дал барца бол бы, дал один еш дикам доводос вухам бахал бы. Наследство президенту Мураду Зязикову досталось незавидным. Республика, которая является самой дотационной в России, ни одного рентабельного предприятия, плюс разваленное сельское хозяйство и 89% безработного населения. Но времени на раздумье не было. После состоявшихся выборов республика представляла собой множество разрозненных лагерей, ведь, как известно, черный пиар и темные западные технологии выборов, которые представляют собой целую науку, так и не свойственную нашему народу, все же сделали свое дело. Но в том и заключается мудрость политика и руководителя – не гадать, кто за и против, а просто повести за собой народ. За собой по дороге, ведущей к стабильности и процветанию нации. Как после скажет сам президент, это и был один из самых сложных его моментов. Сложнее было другое, не расколоть общество, ингушское общество, где такие шумные предвыборные баталии прошли, где 34 кандидата было, где люди раскололись, где люди произошла переоценка ценностей, где были факты, когда в одной семье одни голосовали за одного, вторые за третьего. И, в общем, вот такая была сложная ситуация. И самое страшное было, конечно, вот то, что могло случиться так, что мы, наше общество могли расколоть, и на своих, чужих, на тех, кто там был за нас, кто против нас, кто там стоял на пограничной ситуации. Вот это для меня было самое сложное, и все остальное можно решить. Главное люди. Народ у нас мудрый, и когда его пробует кто-то дезориентировать на определенном этапе, это можно где-то суметь на каком-то этапе сделать, но люди у нас мудрые. И я даже здесь, в администрации президента, не пошел по пути, когда, скажем, устраивать какие-то чистки там, на своих, чужих. Человек работает, я это подчеркивал, и в журнале есть мое интервью, что я отдельным тем, кто был такой даже ожесточенной такой неприязни, я им сказал, вы все время декларировали, что вы за народ, что вы днем и ночью думаете о народе, и давайте на деле докажем. Вы работали против меня, давайте сейчас поработаем вместе и на деле докажем, насколько вы любите народ. И сегодня многие работают. И важно было, конечно, сохранить и чтобы люди поняли, что для нас не главное сама власть и пребывание в этой власти. Самое главное суметь сделать многое за тот период, который будет отведен. Прошло и месяца после инаугурации Мурада Зязикова, как судьба преподнесла новые испытания. В республике особенно пострадали тогда от наводнения Сунжинский и Джейрахский районы. Водой размыло тогда улицы и целые населенные пункты. Ущерб, нанесенный республике тогда стихийным бедствием, составлял более 700 миллионов рублей. Глава республики лично руководил всем процессом. В горном селении Альгети крова лишились 300 человек. Мурат Зязиков пообещал им, что к зиме все они въедут в новые дома. Yurt yesiyeci. Oğuz duqqnaq baqab, duqqayı oqşnaq baq. Az oğuzlar ve oğuz agaldan qıçada dolqi. Xedarga oğuz halqa baqanaq bi
Sen halışkı da halışkı nis kudatsız. Oğuz digakç. Oğuz enniç. Oğuz enniç digakç. Şun bizim boltçı. Tekrar şu haja специалист bir строитель. Царь это да мотив çok yolcu. Хозыш худолч. Шхадет дверь. Şu an bağıkettir. И буквально через 2 месяца село заново выстроили. Наверное, после событий были какие-то сомнения, что будет ли оказана какая-то помощь или строительство и так далее. Но воочию мы сегодня можем убедиться, насколько это серьезно. И дома уже стоят, жители уже заселяются. В тот период глава Ингушетии очень часто вылетал в Москву, ведь было ясно, здесь на местах проблему не решить. Необходима помощь федерального центра. И действительно, благодаря личным встречам, а также высокому авторитету Мурада Зязикова, сумма, выделенная центром на восстановительные работы после стихии республики, увеличилась в 3 раза. Ну что, режем ленточку? На счастье. На счастье. Держите это самое. Держите с этой стороны. Президенту надо дать, чтобы он отрезал с этой стороны. Я возьму себе кусочек, да? А вы вот сюда. Я рядом с вами отрежу. Да. О, скажи, пожалуйста, этот самый. Главный строй. Вот вам ленточку. Вам ленточку. Довольны, да? Очень хороший, довольно. Вот немножко осталось мебель. С мебелью Ничего, поможем. мебель будет после, все будет после. Паводковые ливни, прошедшие в прошлом году, размыли целые улицы и районы Ингушетии. Именно благодаря федеральному центру и, конечно же, руководству республики, только в станице Троицкой было восстановлено 326 домов, восстановлено или заново построено. Как после будут вспоминать люди, оказывается, это была золотая вода. Жаркова Людмила всю свою жизнь прожила в родной станице. И, как сама утверждает хозяйка, покинуть Ингушетию ей никогда не приходило в голову. Но прошлогодняя стихия застала семью Жарковых врасплох. Впрочем, как гласит народная мудрость, было б счастье, да несчастье помогло. Так и случилось. Отстроили Людмиле и ее 80-летней матери Ольге новый добротный дом. И, как теперь говорит эта женщина, теперь-то как люди заживем. И все текло. У нас вообще там места не было такого, чтобы вот, ну, не прошло. Я прям уже плакала. Ну, ходатайствовали, ходили мы, нам Губина выписала немножко денег, чтобы доски там все, хотели ремонт делать. А потом, когда уже тут идет и идет дождь, хуже и хуже, пришли, посмотрели, тут какой там ремонт, там все валится. Этот дом, еще бабушка жила наша. Бабушка 92 года прожила, вышла замуж сюда. Это уже старый-престарый дом, и он уже гнилой совсем. Он, правда, из досок, но уже это... Все. И вот тут как раз наводнение, и начали это ходить, начали это записывать, как хотели на капремонт нас поставить. А потом, когда приехала комиссия, посмотрели, нет, говорит, здесь надо на снос. Вот так и начали нам строить. Довольны мы, хороший домик, правда небольшой, но для нас хватит. Очень хорошо. Мы теперь хоть к старости, может, немножко поживем. А то я и родилась здесь, и мама, мы родились здесь, в этой завалюхе, и думала доживать в этой завалюхе. Ну, Бог нас услышал. Вот. И построили нам домик. Теперь мы хоть к старости поживем. Приезжают к Жарковым и бывшие соседи, подруги, те, что в начале 90-х годов уехали из станицы и республики, а теперь жалеют. Многие хотят вернуться. Вчера приезжала ко мне подруга с Краснодарского края. Она так рада, что нам построили, обнимала нас вообще. Говорит, хоть вы поживете. Она-то в хорошем жила, но уехала. И теперь тоже плохо там вместе с сыном, с дочкой. И, короче, у ней там плохо. Ни сада, ничего. Квартирку купили. Она бы согласна бы. Но вот не знаю, как ей можно помочь.
А вот у вас много знакомых, которые уехали и сейчас хотят вернуться? Есть в Ставропольском крае, да. Приезжали тоже. В прошлом году Сиденкина, да, соседка, она говорила, что я бы вернулась бы, если бы было жилье. Там еще к речке Кирина одна там тоже уехала. Дай Бог здоровья Зязикову, дай Бог ему счастья, что он постарался нам все сделать. И всем остальным, кто нам помогал. Бачмановой Татьяне тоже построили новый дом. Сама Таня работает в станице на почте, а муж подрабатывает сварщиком. Воды было много, все боялись, всем было страшно. Хотелось бы сказать спасибо Мураду Магомедовичу от имени всех тех, у кого есть новые дома, кто пострадал в наводнении и кому построены новые дома. Это такое большое счастье жить в новом доме. Живем мы здесь очень дружно, и соседи у нас хорошие, рассказывала нам Таня. Недоумевает только хозяйка, как можно было уехать отсюда. Впрочем, как рассказывала Бачманова, многие теперь опять хотят вернуться. Ну, я с подружкой переписывалась, ей там очень плохо, она бы вернулась, и маме, и ее бабушке плохо. Вернулись бы они, но нет возможности. Здесь продали, там практически ничего не купили, а вернуться сюда им опять-таки некуда. Есть такие случаи. Так и живет теперь молодая семья Бачмановых в новом доме, дружной своей семьей. Руководство уделяет большое внимание русскоязычному населению, и люди это чувствуют, потому многие и тянутся обратно в Ингушетию. Только за последний год в республику вернулось 27 семей. Мурад Магомедович помогает в вопросах возвращения русских в Ингушетию. Он сказал, что будем выкупать дома, будем давать работу, жилье, дабы люди возвращались на свои места, где они жили. И на те места, где они прожили не в одном поколении, дабы они вернулись к могилам своих родственников усопших, чтобы они жили там, где они родились. А великий христианский праздник для всех православных, День Святой Пасхи, президент приехал в Покровскую церковь станицы Орджоникидзевской, где Мурад Магомедович поздравил всех с праздником, а также выслушал всех собравшихся. И многие проблемы, с которыми сталкиваются эти люди, решал прямо на местах. Вопрос, который здесь будет решен. Вот присутствие всех. Сплоченность народа – главное направление руководства республики, и это особенно чувствуется в последнее время. Ведь на торжественный праздник, приуроченный к десятилетию муфтията, приехало много гостей из разных республик, причем представителей разных конфессий. И здесь мусульмане республики не остались без внимания президента. Очень отрадно было смотреть на такое большое количество гостей, на представителей духовенства нашего, на представителей нашей общественности, которые пришли разделить вот этот праздник. Сегодня мы говорили о консолидации общества, мы говорили о тех задачах, которые стоят перед республикой. Мы работаем в контакте с муфтиятом. Многие вопросы, которые ставят сегодня нам старшее поколение, мы решаем. И самая главная мысль, то, что прозвучало сегодня, то, что мы должны друг другу говорить правду. Популярная она, непопулярная, нравится, не нравится. И только тогда мы можем приблизить ту самую главную нашу задачу, это построение нашей государственности. Нельзя, сегодня было отмечено, нельзя думать об одном, говорить другое, делать третье, подразумевать еще четвертое. Потому что те, кто идет по этому пути, это путь в никуда. Поэтому мы сегодня еще раз говорили о том, что ингушское общество, что республика наша очень самобытная, республика наша имеет большие перспективы, то есть у нас есть и настоящее, есть у нас и будущее, и мы на этом пути должны идти вместе все, начиная от духовенства, кончая школьной молодежью. Чуткость и забота о своем народе вызывает не только повышенный интерес к главе республики, местных средств массовой информации, но и центральных. Президент Зязиков – частый гость на РТР, НТВ и Первом канале. Скажите, пожалуйста, вот как генерал и с большим опытом оперативной работы, насколько грамотно сработали наши спецслужбы в вычислении этой банды и в предотвращении тяжелых людских потерь? Дело в том, что продвижения этих формирований были известны как в Тарском, Северной Осетии, и что они будут продвигаться на территории Ингушетии. И на месте находились воинские подразделения. То есть, по большому счету, армейские подразделения были готовы встретить врага? Думаю, что да.
Сложное было время. Непрошенные гости пересекли российско-грузинскую границу и очутились на территории села Галашки. В незаконно вооруженные формирования входило более 200 человек. Все они были вооружены. Но именно благодаря умелым, скоординированным действиям федеральных войск и руководства республики, а также храбрости и выдержки народа удалось сохранить село и максимально избежать человеческих жертв. Этот житель Галашек благодарит руководство республики и командование федеральных войск за то, что в эти тяжелые дни поддержали сельчан. Президент, по его словам, несколько раз встречался с начальством 58-й армии. Если бы все вместе, подчеркнул он, не встали на борьбу с боевиками и не защитили село, неизвестно, что бы здесь было. Хуже могло быть. Но как бы то ни было, жизнь идет своим чередом, а перед руководством еще стоит очень много вопросов, которые необходимо решать, даже если они достались и по наследству. Десятилетнюю проблему по возвращению беженцев из пригородного района и города Владикавказа нельзя больше растягивать. Впервые за долгие годы президенты двух республик вместе посетили пригородный район. Ведь каждая сторона понимает, что только добрососедские отношения приведут к стабилизации, миру на Северном Кавказе. Очень символично то, что действительно начали со школьных учреждений, с медицинских. И вот то, что было сказано, конечно, вот та общая беда сегодня, значит, вот эти селевые потоки, сегодня республики Северного Кавказа, Южного нашего округа оказались в одной ситуации. То есть трагедия очень сильно коснулась многие регионы. Стихия не пощадила, значит, ни людей, ни жилье. И сегодня даже беженцы пострадали, у нас целые, значит, палаточные лагеря смыло. Но сегодня мы все вопросы решаем вместе, в едином порыве. Сегодня с Александром Сергеевичем мы были в школе, где учатся дети, да, тысячи детей, и осетины, и ингуши. И сегодня мы даже ушли от этого слова конфликт и больше его впредь употреблять, и, значит, ни на каком уровне не намерены. И сегодня есть доброе такое начинание, это, значит, встречи по линии духовенства, молодежи, творческие союзы. То есть сегодня происходит сближение братских народов. Поэтому я думаю, что вот подтверждение тому и сегодняшняя встреча, она не первая встреча с Александром Сергеевичем, мы встречались, и у нас, значит, видение вопроса одинаковое, то что люди, значит, сегодня должны жить в мире, в согласии. У нас есть очень добрые традиции на Кавказе, традиции поддержки, взаимовыручки, традиции, когда люди всегда готовы разделить чужое горе, то есть сопереживать то, что происходит у соседей. Дело в том, что мы с Муратом Магомедовичем договорились, что встречи наши будут носить регулярный характер, они будут касаться еще большего внимания к вопросам, которые надо решать. Это относится и к беженцам, и к поиском совместных проектов для обеспечения тех, кто не работает, работой. Это важнейшая социальная проблема. А вот в этот день нас свели общие заботы в отношении народов двух соседних республик, которые очень пострадали, так же как и другие республики, области и края юга России от ливневых дождей, селевых сходов. И можно так сказать, то, что происходит в Осетии, немедленно с небесной канцелярии, так сказать, приспускается и на территории Ингушетии. Скорее всего, мы в результате нашего совместного пребывания, с одной стороны, о многом договоримся, а с другой стороны, мы подтвердим, что когда мы вместе, то мы преодолеем в том числе и стихийные бедствия. 11 октября 2002 года два президента подписали соглашение о развитии сотрудничества и добрососедства между республиками Ингушетия и Северной Осетии, в результате чего укрепились политические, экономические и культурные связи между республиками.
теперь встречи на разных уровнях, будь то встречи президентов или одинаковых фамилий, совместные концертные программы для жителей Ингушетии и Северной Осетии, они не являются новостью. Они практически регулярны. Хотя сегодня утверждать, что проблема целиком исчерпала себя, было бы неверно. Еще остается ряд нерешенных вопросов, в том числе связанные с возвращением людей в места их постоянного пребывания. Но помимо беженцев из Северной Осетии, которых насчитывается около 18 тысяч, проживающих на территории Ингушетии, еще очень велико число беженцев из Чечни, которые ютятся в республике уже 4-й год, и их проблемы тоже нужно решать. Палаточный городок Колос. Здесь проживает около 500 человек, это 40 или 50 семей. Все эти люди знают не понаслышке о главе республики. Как заявляют сами беженцы, президент Мурат Зиядиков приезжает к ним в гости 1 или 2 раза в месяц. Причем он не просто приезжает, он оказывает им реальную помощь. Сами беженцы называют Зиядикова самым гуманным президентом. Причем они утверждают, что несмотря на то, что они являются жителями Чечни, он, Мурат Зиядиков, их президент. От Мурата Магомедовича Зиядикова нам не единожды, даже сказать, поступали деньги именно инвалидам, многодетным матерям. Он оказал большую помощь, огромнейшую помощь. И из-за денег, которые он дал, мы смогли вылечить детей, инвалидов, смогли купить по быту те вещи, которых мы лишились во время наводнения в прошлом году, в июле месяце. Вот лично вам чем он помог? Лично мне он выдал деньги в сумме 20 тысяч, на которые я приобрела все мне нужные вещи, одежду для детей, лекарства. У меня ребенок болел тогда были проблемы, да? Проблемы и очень большие, да. Лично мне он очень помог. И также выдал в 2002 году, как раз накануне праздника Нового года, деньги в сумме 4 тысячи на детей из бюджета Ингушетии. Он бы мог даже и не помочь, отвернуться, уехать, как это делают многие организации. Но Зиядиков, он не такой человек. У него проблемы каждого человека как будто свои. Он помогает всем. Мне помнится фраза, которую несколько лет назад я слышала в передаче «До 16 и старше». Девочка лет 11 тогда сказала: «Хороший президент тот, кто хорошо накормит». Я думаю, эти слова также подходят и Мурату Магомедовичу Зиядикову. Он хороший президент. Такого президента, наверное, во всем мире нету. Президент – это золотой человек. И спасибо ему за все это. Конечно, президент бывает не только в городке беженцев Колос. Он регулярно посещает палаточные лагеря, помогая людям. Я ухаживаю за больной свекровью. Она инвалид 1 группы. Я попросила у Зиядикова помощь, чтобы он оказал мне. И он оказал в сумме 10 тысяч рублей. Я ему за это благодарна, за то, что он оказал. Никакая Вы как, вы передали письмо? Да, заявление мы написали. И он сразу отреагировал? Да. Сразу через 3 дня к нам пришли, чтобы мы съездили в банк. Никакая организация за 7 лет, которую наша свекровь больная, никто нам не оказал помощь. Никакое ни правительство, никто, кроме Зиядикова. Также я сама написала от своего имени заявление себе, чтобы помочь. Я перенесла 2 тяжелые операции, и он мне помог. Мурат Зиядиков часто встречается с различными представителями международных миссий, где обсуждается главный вопрос – это обустройство возвращения беженцев, а также оказание помощи им на местах. Глава Ингушетии дважды вылетал в Страсбург, где участвовал в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы и выступал с подробным докладом о ситуации, связанной с беженцами из Чечни и Северной Осетии. Меня немножко поразило то, что вот вопрос даже чеченский, вопрос по ситуации на Северном Кавказе, его даже переложили на позже срок. Оказалось, что более важным вопросом является положение отношения к животным. Вот даже такой вопрос был. При перевозке животных нарушение прав. Поэтому нам надо прежде всего, конечно, у себя в стране, в собственном народе, в собственном государстве, чтобы из нас никто не учил
как действовать, как жить. Да, для нас очень близки идеи, ценности европейские. Да, мы против войны, мы против того, но никто за нас ничего не сделает. Я бы хотел, я вот доложил, выступая здесь вот на сессии, о положении беженцев из Северной Осетии, Ингушетии, о положении беженцев из Чеченской Республики. Конечно, нужна адресная, конкретная помощь. Конкретная помощь, не слова, а конкретная помощь. Мы встречались накануне с деловыми кругами в Германии. Такую помощь мы готовим, такая помощь она будет. Там же в ПАСЕ Мурат Зязиков отверг все сообщения о том, что беженцев якобы выдавливают из Ингушетии обратно в Чечню. И в этом смогли убедиться не только многочисленные делегации правозащитников и гуманитарных организаций, но и приехавший в Ингушетию в этом году комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хильроблес и делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с лордом Джадом. Я не хочу преувеличить. Je ne veux pas dire trop, mais А конкретно хочу сказать вам, что тут есть. Мы, беженцы из Чечни, очень благодарны Мурату Зязикову, правительству Республики Ингушетия, за то, что эти люди очень помогают нам. В конце концов, мы в Ингушетии в палатке не закрываем дверь, как в Чечне. Finalement, ici, en Ingouchie, on ne ferme jamais la porte à clé comme on le fait en Tchétchénie. Часто приезжает Мурат Магомедович Зязиков. Мурат Магомедович vient souvent. Вы не думайте, что я это для красивых слов говорю. Спрашивает нас, Il nous demande что вам нуждается, что у вас нет, что у вас есть. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez? Несколько раз администрация даже нашего лагеря. Plusieurs fois, il a même changé l'administration de notre camp. От себя, от своей семьи, но я могу сказать и от чеченцев, беженцев, большое спасибо Мурату Зязикову. Вот такой был президент нам в Чечне. С таким серьезным грузом очень нелегко поднимать экономику республики, тем более, когда не на что опереться, ведь в Ингушетии нет ни одного рентабельного предприятия, и все же первые шаги уже сделаны. Разработана и запущена программа социально-экономического развития Ингушетии на период до 2006 года, которая предусматривает строительство и пуск в эксплуатацию ряда бюджетообразующих предприятий, развития инфраструктуры республики. В скором времени планируется подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Республикой Ингушетия и Республикой Беларусь. И уже на днях указом президента Республики Ингушетия Мурата Зязикова открыто представительство Республики Ингушетия Российской Федерации в Республике Беларусь. Также рассматривается проект реконструкции аэропорта Магаз для придания ему статуса международный. Предпринимаются комплексные меры по подъему сельского хозяйства, планируется строительство нефтеперерабатывающего завода и многое другое. А между тем, несмотря на множество проблем, чувствуется забота сегодня и о простом жителе республики. Так, впервые за долгие годы в городе Малгобек нефтяники республики смогли получить новые квартиры. Мы находимся в приемной президента Республики Ингушетия Мурата Магомедовича Зязикова. Здесь можно встретить важного чиновника, а также простого человека, который пришел поделиться с главой Ингушетии со своими проблемами. У меня справка, предоставленная контрольно-информационным управлением. На имя президента в этом году поступило свыше 5500 писем, и 1000 из них разрешены положительно. То есть все эти семьи получили материальную помощь.
За моей спиной рабочий кабинет президента. Он приезжает рано утром, уезжает поздней ночью. Его рабочий день длится 16-18 часов, иногда 24 часа в сутки. Ведь главная цель, как подчеркивает сам Мурат Магомедович, это стабильная и процветающая Ингушетия.